урок! Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока – умножение на однозначное число. Сегодня на уроке научитесь выполнять умножение трехзначного числа на однозначное в столбик. Закрепите свои знания и умения в решении задач. Вспомните сочетательный закон сложения. Девиз урока: смекай, считай, отгадывай. Пусть победит смекалка. Думай, пробуй и ищи. Будет трудно, не пищи. Начнем наш урок с математической разминки. Выполните действия и запишите ответы. Уменьшаемое 100, вычитаемое 30. Найдите разность. Если от неизвестного числа вычесть 2, получим 18. Найдите неизвестное число. Уменьшаемое неизвестное число, вычитаемое 8. Разность 12. Чему равно уменьшаемое? Уменьшаемое 80. Разность 20. Чему равно вычитаемое? Из какого числа нужно вычесть 9, чтобы получить 50? К какому числу нужно прибавить 8, чтобы получить 88? На сколько единиц нужно увеличить 20, чтобы получить 60? Узнайте, насколько 78 больше, чем 8. Узнайте, насколько 30 меньше, чем 34. Слагаемое 82, слагаемое 1. Найдите сумму. Число 5 увеличить на 60. Я думаю, вы внимательно слушали вопросы и отлично справились с заданием. Проверьте. Такие результаты у вас получились: 70, 20, 20, 60, 59, 80, 40, 70, 4, 83, 65. Молодцы! А сейчас, ребята, давайте потренируем ваше логическое мышление. Первая задача. Шли два отца и два сына. Нашли 3 апельсина. Стали делить. Всем по одному досталось. Как это могло быть? Это были дед, отец и сын. Вторая задача. Из леса Миша принес бабушке для грибного супа 2 белых гриба, 3 подосиновика, 4 мухомора и 5 сыроежек. Сколько грибов пригодится бабушке на суп? 10 грибов, потому что мухоморы несъедобные грибы. Если 3 дня назад был день, предшествующий понедельнику, то какой день будет послезавтра? Перед понедельником было воскресенье. Если 3 дня назад было воскресенье, то сегодня среда. Если сегодня среда, значит послезавтра будет пятница. Молодцы! С задачами вы справились. Вспомните сочетательный закон сложения. Из закона следует важное правило. Складывая несколько слагаемых, можно группировать их в любом порядке. Применяя этот закон, решите выражение: 38 плюс 46 плюс 12 плюс 4. 43 плюс 29 плюс 3 плюс 11. 15 плюс 6 плюс 30 плюс 45. Проверьте. В первом выражении удобно сгруппировать слагаемые 38 и 12 и 46 и 4. При сложении получаются целые числа. И их результаты можно сложить.
Ответ равен 100. Во втором и третьем выражениях объясните родным, как выполнили группировку слагаемых и почему. Проверьте, правильно ли вы решили выражение. Выполните умножение двузначных чисел на однозначное. Что вы можете сказать о первых двух выражениях? Правильно, двузначное число разложили на разрядные слагаемые. И теперь каждое слагаемое можно умножить на число за скобкой и результаты сложить. 20 плюс 9 умножить на 4 равно 20 умножаем на 4 плюс 9 умножаем на 4. Складываем результаты. Равно 80 плюс 36 равно 116. Также выполняем умножение во втором выражении. 60 плюс 2 умножаем на 3. 60 умножаем на 3 плюс 2 умножаем на 3. Результаты складываем. 180 плюс 6 равно 186. А теперь самостоятельно разложите первые множители в выражениях 36 умножить на 2 и 26 умножить на 3 на разрядные слагаемые и выполните умножение. Проверьте, верно ли вы выполнили умножение и записали результат. Посмотрите на экран. Что это за число? Верно, это число 234. Дайте характеристику этому числу. Проверьте. Число 234 стоит на 234 месте в ряду натуральных чисел. Оно трехзначное, так как для его записи требуется 3 цифры. Цифра 2 обозначает количество сотен, цифра 3 обозначает количество десятков, цифра 4 обозначает количество единиц. Это число четное, так как делится на 2. В этом числе всего 234 единицы, 23 десятка, 2 сотни. Составим из цифр этого числа новые числа. 243, 324, 342, 423, 432. Представим число с суммой разрядных слагаемых. 234 равно 200 плюс 30 плюс 4. А теперь число 234 умножим на 2. Чтобы умножить трехзначное число на однозначное, надо разложить трехзначное число на разрядные слагаемые. Мы это уже сделали. 200 плюс 30 плюс 4. Умножим каждое слагаемое на 2 и результаты сложим. Получим результат 468. Так умножать неудобно, приходится делать много записей. Трехзначные числа удобнее умножать, если записать пример столбиком. Надо умножить 234 на 2. Записываем второй множитель под единицами первого множителя. Проводим черту. Слева ставим знак умножения. Умножение обозначается не только точкой, но и таким знаком. Начинаем письменное умножение с единиц. Умножаем 4 единицы на 2. Получаем 8. Записываем под единицами. Умножаем 3 десятка на 2. Получаем 6. Записываем под десятками. Умножаем 2 сотни на 2. Получаем 4 сотни. Записываем 4 под сотнями. Читаем ответ 468. Для закрепления новой темы запишите решение выражений 123 умножить на 3, 433 умножить на 2 и 122 умножить на 4 столбиком. И выполните умножение, объясняя решение. Надо умножить 123 на 3. Записываем второй множитель под единицами первого множителя. Проводим черту. Слева ставим знак умножения. Начинаем письменное умножение с единиц. Умножаем 3 единицы на 3. Получаем 9.
записываем под единицами. Умножаем 2 десятка на 3, получаем 6, записываем под десятками. Умножаем 1 сотню на 3, получаем 3 сотни, записываем 3 под сотнями. Читаем ответ. 369. Следующий пример. Надо умножить 433 на 2. Записываем второй множитель под единицами первого множителя. Проводим черту. Слева ставим знак умножения. Начинаем письменное умножение с единиц. Умножаем 3 единицы на 2. Получаем 6. Записываем под единицами. Умножаем 3 десятка на 2. Получаем 6. Записываем под десятками. Умножаем 4 сотни на 2. Получаем 8 сотен. Записываем 8 под сотнями. Читаем ответ. 866. Последний пример запишите в столбик и решите самостоятельно, объясняя своему другу, как выполняли умножение. Проверьте. Такая запись у вас получилась. Решите задачу. Прочитайте условия задачи. К празднику 1 мая в школьной теплице вырастили красные тюльпаны на 6 клумбах по 14 тюльпанов на каждой. И желтые тюльпаны на 5 клумбах по 15 штук на каждой. Сколько всего тюльпанов вырастили? Подумайте, что известно в задаче и что надо найти, и запишите краткую запись. Проверьте. Такая запись у вас получилась? Молодцы. Перейдем к решению задачи. Что можно узнать первым действием? Так как известно, что на 6 клумбах вырастили по 14 красных тюльпанов, первым действием узнаем, сколько всего красных тюльпанов вырастили в теплице. Запишем первое действие. 14 умножить на 6 равно 84 красных тюльпана. Вторым действием можем узнать, сколько желтых тюльпанов вырастили. Так как их было на 5 клумбах по 15 тюльпанов, запишем второе действие. 15 умножить на 5 равно 75 желтых тюльпанов. И третьим действием узнаем, сколько всего тюльпанов вырастили на клумбе. Запишем третье действие. 84 плюс 75 равно 159 тюльпанов всего. Составим и запишем выражение к задаче. 4 умножить на 6 плюс 15 умноженное на 5 равно 159. Осталось записать ответ. 159 тюльпанов вырастили в теплице. Измените вопрос задачи так, чтобы последнее действие решалось вычитанием. Нужно задать вопрос. Насколько меньше посадили желтых тюльпанов, чем красных? Или насколько больше посадили красных тюльпанов, чем желтых? Решите новую задачу самостоятельно. Если вы затрудняетесь в решении задачи, попросите своих друзей, знакомых или родных помочь вам в этом. Я уверена, у вас все получится. Подведем итог урока. Ребята, что нового вы сегодня узнали на уроке? Для чего нам знать и устные, и письменные приемы умножения? Что повторяли на уроке? Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.